Сегодня в Казани вспоминали легендарного Федора Шаляпина. В День памяти певца в храме Сошествия Святого Духа впервые прошло светское мероприятие с участием хоровых коллективов и приглашенных солистов. Здание едва уместило всех желающих. Дмитрий Пивоваров о голосе, который невозможно забыть. Заупокойные лития по Федору Шаляпину и песнопения духовной русской и авторской музыки привлекли сегодня в Духо-Сошественский храм представителей Шаляпинского общества, хор храма Ярославских чудотворцев и Государственный камерный хор Татарстана. Исполнение духовной музыки в храмах – дело привычное, но и ответственное вдвойне. Федор Иванович Шаляпин пел в этом храме, начиная с 9-летнего возраста. Будучи 9-летним мальчиком, переехал из татарской слободы в слободу Суконную. Жил рядом с этим храмом. В 9 лет попросился у регента этого храма петь в хоре приходском. И поначалу в течение некоторого времени изучал ноты, раздавал ноты певцам этого хора. Приглашенный солист Большого театра Юрий Нечаев, в прошлом завсегдатай шаляпинских фестивалей, сразу же приехал в Казань по звонку отца Алексия. Есть в этом визите, по словам гостя, некая миссия. Когда я пою, допустим, Шакловитова в Хованщине, в русской музыке самая лучшая божественная ария светского человека, самого страшного вообще, я не знаю, человека в опере. И вдруг такая ария: «Господи, дай Руси избранника, кой бы спас, вознес». Пока еще храм не освящен, но прихожане приходят сюда часто. По сути, у здания на улице Луковского начинается новая жизнь в первоначальном статусе. Единственная деталь, которая напоминает о находившемся здесь театре кукол, вот эти расписные двери. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, телеканал «Эфир».